отзывы, я его не видел. И вообще, по-моему, никого не было. Как вообще прошло все? Коротко и емко. Слава Богу, очень похоже на Сергея. Он как бы воду лить не любит. По существу. Слава Богу! Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам. Благодарим Тебя за это чудесное утро воскресное, за то, что мы могли прийти сюда своими ногами, что мы можем славить Тебя, поклоняться Тебе. Господи, мы отдаем собрание это в Твои руки, и мы просим у Тебя Твоего благословения, и мы ищем Твоего благоволения в своей жизни, Господи. Отец, веди нас сегодня, говори в наши сердца и двигайся, как Ты хочешь, Господи. Отдаем собрание это и посвящаем его Тебе, Господи. Преклоняемся перед Тобой, и мы славим Тебя, ибо Ты достоин. И весь Божий народ сказал: аминь. И давайте мы Господа прославим вместе с нашим прославлением от всего сердца, как никогда раньше. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя. В присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя. Славит все внутри меня. Воскликну аллилуйя. И прочь уйдут сомнения. Воскликну аллилуйя. Я знаю, что придет ответ. Воскликну аллилуйя. У страха власти больше нет. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь.
Возглашаю громче, 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 возглашаю громче. В присутствии врагов моих возглашаю громче. И вижу я, как тьма бежит, возглашаю громче. Мое оружие хвала, возглашаю громче. Сада свою небеса я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя, 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 воскликну аллилуйя. Аллилуйя, воскликни! Твой крест меня к тебе влечет. Душа моя поет, душа моя поет. Твоя любовь меня к тебе зовет. Душа тебе поет, душа тебе поет. Будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Твой крест меня к тебе влечет. Душа Тебе поет, душа тебе поет, твоя любовь меня к тебе зовет, душа тебе поет. душа тебе поет. Будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. будем Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Твоя любовь спустилась к нам с небес. Душа моя поет, душа моя поет. Призвал меня ты милостью своей. Душа тебе поет, душа тебе поет. будем петь и
лучше милости Твоей, омывшись Ты души моей? Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе? Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, омывшись Ты души моей? Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущий нас домой к Тебе? Что лучше может быть любви Твоей? Ведь не славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать мы будем. Ведь не славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. ведь не славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать мы будем. Ведь не славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Слава Господу, церковь! И прежде чем мы сейчас начнем петь новую песню, я хотел бы сказать коротенькое такое слово. Я вот недавно летел на самолете и мне, слушал вот эту песню. И когда летел обратно, я, взлетал, и это было вечером поздно. Я видел город, песня про жатву. И я смотрел, и нету вообще края этому городу, там горят фонари, дома. И я представляю, сколько же народу, не спасенных, да? И им всем нужно это Божье Слово. И буквально вчера возвращался, когда домой, очень поздно тоже. С Мархи еду, и там, тормозят молодежь, машину. Говорят, подвези. Ладно, не проблема. Там один человек сел из них, их было 3, и надо было всего одного подвезти. Я в деньгах-то не нуждался особо, и мог бы и бесплатно подвезти, тем более по пути, и там идти буквально 500 метров, не знаю. И пока я ехал, думал, как же ему засвидетельствовать-то? Спросил, почему он там пешком не пошел, было холодно, кстати. Он говорит, в принципе, мороз, это ерунда. Музыки не было с собой послушать. И начал мне свои какие-то истории рассказывать. А я все думаю, Господи, как же засвидетельствовать? Может быть, думаю, взять, не взять деньги. Взял, да взял, И у меня не получилось, в общем, ему засвидетельствовать. И после того, как он вышел, мне Бог положил на сердце, одну идею такую крутую. Не знаю, рассказать вам или нет. Да? В общем, ладно, хорошо. Берете автомобиль и аккуратно, нежной левой рукой по часовой стрелке протираете, шучу. В общем, я как-то однажды таксовал, было такое время, и думал, может быть, мне начать таксовать и не брать оплату за это, да, а свидетельствовать. Не знаю, как получится, не получится, даст Бог, я в следующий раз, если сюда приду, то, расскажу вам, как получилось все это дело. Но мы можем молиться, можем петь, давайте будем эту песню петь. И не просто петь слова, да, лишь бы петь, а как всегда мы пропевать и думать о том, что мы поем. Хорошо? Аминь. Услышим Твой призыв, жатвы много, в сердце голос Бога, кто пойдет за нас, жатвы много,
Жатвы много, через поколения мы слышим Твой призыв. Жатвы много, жатвы много, в сердце голос Бога, и кто пойдет за нас? Жатвы много, жатвы много, мы принимаем этот вызов нашим поколениям. Мы отдаем Тебе, Всевышний, без остатка нашу жизнь. Вот он я, возьми меня, Бог. Вот он я, возьми меня, Бог. Вот он я, возьми меня, Бог. Используй для царства Твоего. Через поколение мы слышим Твой призыв. Жатвы много, жатвы много, в сердце голос Бога, и кто пойдет за нас? Жатвы много, жатвы много, мы принимаем этот вызов нашим поколениям. Мы отдаем Тебе, Всевышний, без остатка нашу жизнь. Мы принимаем этот вызов нашим поколениям. Мы отдаем Тебе, Всевышний, без остатка нашу жизнь. Вот он я, возьми меня, Бог. Вот он я, возьми меня, Бог. Вот он я, возьми меня, Бог. Используй для царства Твоего. Вот он я, возьми меня, Бог. Вот он я, возьми меня, Бог. Вот он я, возьми меня, Бог. Используй для царства Твоего. Трепещет тьма, когда слышит наши голоса, и не устоит пред тобою мирная стена. Пробуждает мир тот огонь, что в нас сейчас горит, нам не удержать. Голос изнутри трепещет тьма, когда слышит наши голоса, и не устоит пред тобою мирная стена. Пробуждает мир тот огонь, что в нас сейчас горит, нам не удержать. Голос изнутри
Вот он я, возьми меня, Бог. Вот он я, возьми меня, Бог. Используй для царства Твоего. Господь, вот он я. Используй, используй, Господь. Через поколение мы слышим Твой призыв. Жатвы много, жатвы много. Спасибо, Господь, что в каждого из нас Ты вложил свои таланты, Господь, Боже. И я прошу Тебя, пусть каждое сердце служит Тебе тем, что Ты дал, Господь. Иисус, открой нам духовные глаза, чтобы мы видели тех людей, которые вокруг нас, которые так нуждаются в Твоем Слове, Господь. Пожалуйста, открывай наши уста, чтобы мы говорили о Тебе, чтобы мы восклицали о Тебе, Господь, чтобы мы провозглашали о Тебе, наш Бог, чтобы люди не погибли, но услышали Твой зов, Господь, зов любви, Господь. Пробуди каждого, Иисус, да не молчит сердце каждого, Иисус. Аллилуйя, наш Бог. Превыше силы, превыше царств, превыше славы и всех земных богатств, превыше мудрости и всех путей земли. Великий Бог, владыка всей земли. Превыше солнца и всех планет, превыше всех чудес, какие видел свет, превознесенный над небом и землей, и нет пути прекраснее, чем Твой. Мир огрет, Ты вознес на крест, был распят, и в третий день воскрес, как цветок, растоптанный в пыли, отвержен был, но всех любил, prevışı всех. Anıda güzden en ürdük gün, sirdegi baydo kilben erden espet, örkünü döktü sirdegi sollara, den nespeden akar dangara. Aya çürdük ayılı bıkıda, yürüdük gül hanıda sirdegi cidilde. En yürüdük gül sirden da alandan da, en az bir solun keretten kere. Gezgen anılar üzüldüm, öldüm, onlar bilirdim derdimi, sibeki geride.
день воскрес, как цветок, растоптанный в пыли, отрежен был, но всех любил. Мир ответ, ты вознесся крест, был распят, и в третий день воскрес, как цветок, растоптанный в пыли, отрежен был, но всех любил превыше всех, как цветок, растоптанный в пыли, отвержен был, но всех любил превыше всех. Аллилуйя, Господь. Вся слава да будет Тебе, Господи. Вся слава да будет Тебе в наших жизнях, Господи. За все, что совершается, Господь. За Твою милость, за благодать. За то, что Твоя рука, она над нами, Господи. За то, что Ты ведешь нас по жизни, Господи. Благодарим Тебя за церковь нашу, Господи. И просим Тебя, веди нас дальше. Дай нам слышать голос Твой, дай нам быть в Твоей воле. Аллилуйя. Господи, мы также просим Тебя за каждую физическую нужду, которая есть у нас, у каждого человека в нашей церкви. Мы приходим к Тебе и склоняемся с надеждой и с упованием, Господи. Мы открываем перед Тобой все наши нужды. Господь, каждый сейчас просто открывай перед Господом свою нужду. Если у тебя есть какая-то просьба, если ты хочешь, чтобы Господь, Он вмешался прямо сейчас, говори Ему. Обращайся к Нему, ибо Он силен восполнить всякую нужду. Он сказал, что не оставлю и не покину тебя. И Он верен, потому что Он Бог, Он Творец всего. Господи, просим Тебя о восстановлении отношений, Господь. Господи, просим Тебя о том, чтобы был мир в семьях, чтобы было взаимопонимание, Господь. Мы живем в этом грешном мире, и никуда не деться от ссор, никуда не деться от разногласий, Господь. Но мы просим Тебя о том, чтобы все раздоры, они были покрыты. Чтобы был мир, мир в семьях, мир в сердце, который превыше всякого понимания и всякого разумения. Прямо сейчас мы провозглашаем восстановление отношений во имя Иисуса. Господи, мы прощаем тех людей, которые нанесли нам обиду и оскорбление. Прямо сейчас. Если у тебя есть какой-то человек, который нанес тебе обиду, и эта обида, она не дает тебе спокойно жить. Ты сам себя лишаешь радости и мира. Прямо сейчас прости этого человека во имя Иисуса Христа. Скажи, я прощаю. Не лишай себя мира в Господе. Аллилуйя. Господь. Господи, мы просим Тебя также за всякую нужду в деньгах, в работе. Может быть, кому-то нужна какая-то вещь. Кто-то ищет что-то. Господь, все слагаем пред Твоими ногами и просим Тебя. Ты восполни, Господь, уповаем на Тебя. Господи, мы просим Тебя также за всякого болящего. Если есть у кого какая болезнь или немощь, прямо сейчас во имя Иисуса Христа провозглашаем божественное здоровье и запрещаем всякой болезни во имя Иисуса. Господи, просим Тебя за нашу церковь. Веди ее дальше, Господь. Господи,
Благослови каждого человека, который когда-либо что-то вообще делал. И благослови всех, кто будет делать, Господь. Благослови тех, у кого есть желание, кто жертвует своим временем, своими способностями, своими силами, Господь. Благослови, я просто прошу Тебя, Господь, покрой всякую нужду. Пусть этот человек, он ни в чем не нуждается. Пусть все будет вовремя, все будет покрыто во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя также за наш союз, за все церкви в Якутии, Господь. Благослови пасторов, благослови всех лидеров, ибо одна церковь, один Бог, один Дух, Господь. Пусть все слышат голос Твой, пусть будет Твое водительство. Разные общины, но один Бог, который ведет и который говорит во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя за руководство нашего города и нашей республики, и нашей страны. Господь, благослови правительство, благослови всех чиновников, которые отвечают за благосостояние людей в нашем городе, в республике и в стране. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы жизнь людей, она менялась к лучшему. Несмотря на все внешние обстоятельства, несмотря на всякое санкционное давление, Господь, уповаем на Тебя. Проведи нас, Господи. Дай, чтобы у людей была работа, чтобы была зарплата, чтобы денег хватало на все. Господи, и также дай мудрости, как поступать со своими деньгами, с финансами, как поступать с нашими братьями и сестрами. Благослови все отношения, Господь. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Слава Богу! Слава Богу и спасибо нашему прославлению. Давайте мы их еще поблагодарим. Аллилуйя! Хорошо, присаживайтесь. И вы заметили, да, что меня не было на прошлом собрании. И по той простой причине, что я ездил на конференцию, на открытие молитвенного дома, на посвящение молитвенного дома в городе Петропавловск-Камчатский. Это церковь «Соль земли». Вы помните, пастор Алексей с Камчатки, он был у нас здесь зимой, как-то в феврале. Мы ездили в Сунтары, на обратном пути он был здесь, он у нас проповедовал. Кто-нибудь помнит его? Я сейчас коротко расскажу. Я вчера только в 11 вечера прилетел. И как-то все, в общем, немножко сумбурно. Я не успел там что-то. Но какие-то фотографии и вообще, может быть, какой-то такой отчет вам дам, что вообще происходило. Удивительное место Камчатка вообще. Я был первый раз. Удивительное и дорогое. То есть там реально все дорого. Казалось бы, какие-то просто элементарные вещи. Многие продукты, они очень похожи цены на наши, но фрукты и овощи, такое чувство, что ты за полярный круг куда-то приехал. Хотя у них там вроде какие-то свои теплицы есть, не знаю, помидоры по 500 рублей, огурцы, там яблоки по 500 рублей. То есть полный привет. При этом икра, рыба и так далее, все это у них есть. Сейчас сезон, но это тоже все так дорого. То есть вот поехать, например, куда-то на рыбалку, вот туда, представляете, вот прилетают. Понятно, что это в основном западная часть страны, в основном москвичи, но поехать на рыбалку, вот, например, проживание в палатке, правда, тебя там кормят, стоит 15 тысяч рублей в сутки. Это вот только нахождение там. 2000 стоит лицензия, на которую каждый день. Вот ты 10 дней, это надо 20 тысяч на лицензию на рыбалку. Каждый день тебе положено там 5 хвостов, 5 рыб можно поймать. Народу везде немерено, просто удивительно. В общем, слава Богу вот за пастора Алексея. Он нас там короткий такой, у нас был. Он сам рыбак. Плюс блесна все стоят там по 700, по 800 рублей. Оторвал, 800 рублей улетело. Вот. Что еще? Вы знаете, меня просто впечатлила эта церковь. И
Спасибо большое. У нас на открытие они пригласили начальствующего епископа Союза РосХВЕ, это Сергея Васильевича Риховского. Я не знаю, кто-то знает, мы входим в Союз РосХВЕ. Это наш начальствующий епископ, который входит в состав президентского совета по религии там, и так далее. И также он член общественной палаты, уже много-много созывов подряд. То есть у нас членов общественной палаты, знаете, это вот их меньше 150 человек, я точно не помню. У него есть такое вот удостоверение, то есть это на всю страну. То есть несколько раз в год они собираются, они обсуждают какие-то дела. Несколько раз в год, как член президентского совета, он видится с Путиным. То есть его приглашают на все праздники. Если посмотреть, например, на 9 мая, когда трибуна и там сидят представители разных конфессий, то это обязательно раввин наш, да, это патриарх, потом муфтий главный, и от протестантов там Сергей Васильевич, как правило, всегда. То есть вот на всех таких вот муняхах, которые у нас на высшем уровне, он всегда там. Вот, и то есть, и он, помимо этого, знаете, он выполняет такую работу большую, он представляет вот именно наши церкви протестантские, хотя там, ну, не все так просто, но, знаете, он как бы лицо протестантов в России перед властью сейчас. Как бы это, ну, многие вещи, они вот решаются благодаря ему. Там какие-то споры, когда бывают какие-то разногласия между церковью и властью, он прям помогает очень сильно. У нас в Союзе очень сильная юридическая служба. И то есть, если это действительно какие-то там, ну, недоразумения, гонения, они помогают. Если это, даже если по местной церкви они сами наделали ошибок и произошли какие-то недоразумения, но, знаете, вот то, что он делает, у него очень много знакомых, он там, то есть вот с нашим действующим патриархом они познакомились еще в молодости, потому что он как бы, там, я не знаю, в 5-м поколении верующий. Его отец, он там сидел в советское время за веру, то есть там, по-моему, 3 срока в находке, потом еще где-то там больше 20 лет. Ну, то есть вот такое, министры многие, они в друзьях, в личных. Он ведет там такой библейский кружок в Госдуме, где они изучают Библию, читают Писание, то есть приходят депутаты, то есть это прямо там на охотном ряду, то есть нам напротив есть кафешка. То есть тот человек, который несет Евангелие вот в этот, знаете, в людей, которые власть имущие, так скажем, в нашей стране. Вот. Помимо этого, также представляют евангельские церкви на разных, знаете, вот когда в Сирии было, они ездили постоянно, помогали в церкви в христианской. Сейчас то, что происходит на Украине, ну или в ДНР, ЛНР, то есть гуманитарная помощь и так далее. То есть наши церкви, мы очень далеко оттуда, да, и как бы, ну, чем мы можем там помочь, то есть это как бы, как правило, это церкви там выполняют, ну то есть принимают беженцев, отправляют очень много гуманитарной помощи и так далее, и так далее. Просто я вам, чтобы вы понимали, кто этот человек, какую работу он делает. Вот. И просто приехать, ну, человек уже в возрасте, то есть ему уже там под 70, я точно не знаю сколько, но больше 65. Вот. Перелет туда 9 часов с Москвы, 9 с лишним. У нас разница 3 часа во времени. То есть у них вот, у них уже собрание закончилось, потому что, ну, у них уже 3 часа дня на данный момент. Вот. И то есть прилететь куда-то, знаете, это, ну, тоже дорогого стоит. То есть 9 часов туда, 9 часов обратно. Просто время свое. Вот. И можно там, я просто с телефона дернул несколько фотографий. Просто вот подряд, если включить что-то, я буду комментировать. У нас нет звука пока. Ну вот это я. Да, вы видели? Там просто есть еще с другими, это знаменитый памятник, он как бы по дороге в аэропорт. Здесь начинается Россия и Камчатка, и там медведи. То есть памятник уже на самом деле старый, его давно сделали, но я так понимаю, недавно. Там вот рыбка была такая в этом. Вот это вот братья, которые были вот в центре, такой вот похож на Санта-Клауса, вот с седой бородой, и это Сергей Васильевич Риховский. Справа от него, ну, то есть слева, если мы вот так, да, это Дмитрий Дмитриевич, забыл,
фамилия. В общем, это полномочный представитель и заместитель Риховского в Северо-Западном федеральном округе. Что ж такое-то? Старость, не радость. У меня фамилия вылетела из головы. Но суть в том, что это тот человек, которому принадлежал когда-то канал ТВЦ. Он его в свое время продал успешно, причем 2 раза государству. То есть, я не знаю, у него, наверное, все-таки есть какие-то еврейские корни. В хорошем смысле в этом как бы. Сейчас скоро, в следующем месяце у нас будет Малый собор. Малый собор, он проходит каждый год. У нас Большой собор проходит раз в 4 года, но будет Малый собор. И вот в этом году он будет проходить в Санкт-Петербурге, как раз у Дмитрия Дмитриевича, вот как бы в здании. Если кто был в Санкт-Петербурге, это будет проходить, знаете, там Невский проспект 100. Там есть такой Колизей, концертная площадка, концертный зал. Вот это все принадлежит этой церкви, как бы Санкт-Петербургской. То есть там тоже отдельная история, сколько раз их там. Ну, это самый центр города исторический. Вы понимаете, что недвижка там стоит космических денег. Несколько раз их пытались там как бы всяко разное. И рейдерские захваты были, и отжать, но слава Богу, как бы Господь, Он это хранит их. У нас мы бежим вперед. Вот это здесь вообще звук, и там кто-то толкает речь, вот пастор Алексей. Это уже застолье. Я просто хотел, чтобы вы посмотрели на зал. Зал похож на наш, но потолок повыше 1,5 метра на 2. И сам зал, он подлиннее. Но вот как бы видно, да, там вот сцена, они недавно, буквально вот там неделю или 2 недели назад положили ковровое покрытие. На землю вы видите, вот епископ Андрей, его супруга Раиса, они присутствовали там, вот сейчас пастор Алексей, он, я так понимаю, наверное, молится. Вот у них там, видите, соль земли, они даже Сергею Васильевичу сделали футболочку, как бы он обычно в рубашках, а тут и по размеру подошла, то есть все продумали. Стол там был такой тоже, краб настоящий, мясо краба, оно не в смысле вот эти крабовые палочки, которые у нас продают, у них они, ну, настоящие крабовые палочки. И, ну, то есть вы можете, вот это вот Сергей Лешок, это пастор с Южно-Сахалинска. И вот вы видите зал, как бы, да, ну, здесь, там наверху балкон, видите, вот там вот окошечко такое, вот там дальше. Это сразу при входе, слева есть комната для малышей, для мам. И туда выведена колонка, которая все показывает. И они могут там с мелкими находиться, и как бы, ну, все звукоизолировано, ничего не слышно. Но сама по себе организация, там что-то я еще говорю, да, уже можно следующее видео, наверное, или фотография, что там есть. Но вот просто это вот торт, здесь как-то он не вошел у нас. Там Библия, крестик такой стоит, и, в общем, ее съели. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом. А вот епископ Андрей, мы на сцене фотографируемся, его супруга. Вот там Сергей Васильевич и пастор Алексей на заднем плане. Это все, да, или нет? Еще есть? Вот прославление, здесь тоже видно, как бы, ну вот как мне кажется, они немножко не очень глубокую сцену сделали. У нас сцена 6 метров, у них 4 метра, то есть она вот в глубину на 2 метра меньше, но выше гораздо. И вот у них как-то все музыканты, они не помещаются, поэтому у них музыканты сидят в уголке, вот там вот справа. А вот здесь вот так вот все это дело. Вот панели, которые вот у них, видите, стены они сделаны, вот это специальный материал, это звукопоглощающие панели, и они просто оббили всю церковь ими. Вот одна панелька, там приблизительно видно, вот она 60 на 1,20 м, по-моему, или 40 на 1,20 м, она стоит 2700 рублей одна. И у них вся церковь этим оббита, то есть я так приблизительно прикинул, там только 1 000 000 надо на стены, чтобы оббить. Ну да, и вы знаете, помимо всего, все вот остальное, звук, ну, есть, наверное, куда стремиться, но настолько круто было сделано, что я очень как бы был впечатлен всем этим. Вообще уровень организации. Может быть, вы заметили, Алексей, он сам такой как бы очень харизматичный, но, знаете, вот это вот, уже можно выключать, там как бы особо нет. Я просто хотел эту песню, как бы, они поют ту же самую песню, которую мы поем. Как мне кажется, наша группа поет лучше
но звук у них круче при всем при этом. У них там сабвуферы стоят, которые им подарили вот с Южно-Сахалинска. Крест, стулья вот эти вот им тоже эта церковь подарила. И вы знаете, вот на одном из собраний меня попросили как бы говорить о пожертвованиях. Там. Я сначала обрадовался, ну как бы не обрадовался, ну как бы классно, думаю. А потом, знаете, там вот Дмитрий Дмитриевич сначала проповедовал, потом там Сергей Лешок проповедовал. И я сначала, знаете, сначала обрадовался, потом думаю, там церковь приблизительно такая же, как у нас, ну по количеству. Я такой, знаете, у меня такая мысль пришла, а что ты можешь сказать им и чему ты можешь их научить, если такая, ну, относительно немногочисленная церковь, они отгрохали такое здание. Чему ты их там можешь научить? Это вот первое, знаете, такое. Потом следующее, я такой думаю, ну как-то там мотивировать. Но там вышел Сергей Лешок, чтобы вы понимали, он как бы выходит из нового поколения. Они давно уже от них открестились, как бы, да, потому что сейчас новое поколение, которое Ледяевское, это организация нежелательная на территории России. В связи с тем, что Ледяев, он начал соваться в политику, выпустил там вот эту книгу. У них все хорошо, они давно от него открестились, давно оттуда вышли, но вот этот вот огонь, который у них есть, то есть он так там скакал и прыгал по сцене, что мне стало еще грустнее. Я думаю, и как я после него там буду мотивировать, да, вот что я там могу сказать. Потом вышел епископ Андрей, который тоже как бы, ну вы его слышали, могет, как он говорит, блеснуть чешуей, то есть он как бы вдохновил очень сильно. И мне вообще грустно стало. И потом это еще было второе пожертвование за день. И я там как бы последний, я вот выхожу, то есть, знаете, ну вообще полный привет. Но, слава Богу, как бы я просто, знаете, мне Бог сказал, что просто будь самим собой. Мы вот все разные, и не надо ничего выдумывать, не надо там никого мотивировать, чего-то там делать, потому что, ну, с ними там тягаться — это бесполезное занятие. Просто поделись то, что у тебя есть на сердце. Я поделился, ну, надеюсь, по крайней мере, люди подходили, благодарили, как бы, да, я думаю, что, ну, кому-то это было полезно. Просто вам это рассказывать уже, вы понимаете, да, когда вот преимущество, когда едешь куда-то, и ты знаешь, что вот оно как-то где-то сработало уже, да, и там еще никто не слышал. Потому что вам это рассказывать уже как-то бесполезно, 10 раз слышали уже. Там, знаете, как, что мы, я, может быть, сегодня как бы часть этого буду использовать также. Вот. И что еще? Вообще атмосфера, которая вот там была, знаете, и после этого, там, кстати, там были еще братья из другой церкви, ну, которые тоже с Петропавловска. Вообще Петропавловск, сам город. Вдумайтесь только в название, меня только там осенило. Он назван в честь Петра и Павла. Не каких-то там, а именно тех самых. То есть это апостол Петр и апостол Павел. То есть я так понимаю, это когда кто там, Беринг, да, туда основал. То есть, ну, он не дошел, он где-то там остался на Командорских островах или где, но, в общем, вот в бухту, в Петропавловск зашло 2 корабля. Один был Святой Петр, второй был Святой Павел. Вот в честь них, собственно, как бы вот он город и назван. То же самое, знаете, как у меня потом озарило вот после этого. Благовещенск. Вы знаете, что это то самое Благовестие? Вот, кстати, пастор Алексей, он из Благовещенска. То есть это благая весть, это Евангелие, это вот город назван в честь этого. Вот, то есть случайности не случайны. Вот. И там были братья с другой церкви, Петропавловские. У них вообще все просто, знаете, они так, евангельская церковь, или там как-то евангельская церковь Петропавловска, вот у них название такое. Не краеугольный камень, там, не соль земли, никак, просто скромно, так знаете, вот. Евангельские христиане Петропавловска. Это чем-то похоже, как вот у нас Борис Кохан приезжал, у него тоже Белгородская христианская церковь называется. То есть, так знаете, безо всяких названий, то есть так круто. Вот, но когда я туда приехал, знаете, у них здание, их всех называют купол. Церковь купол. Все как бы немножко, ну, они говорят, вроде бы обижаются на это дело, но у них его практически видно с любой точки города, и оно, знаете, как типа похоже на здание цирка. У них такое вот, как шапка Мономаха, такая вот очень похожа. То есть она полукруглая такая сфера, и сверху крестик такой. Как бы, да, вот как на шапке. И вот их называют купол, но оно как бы смешно может быть. Но это, наверное, это не наверное, это крупнейшее здание вообще до Урала.
крупнее церквей нет вообще. То есть там просто заходишь, у меня челюсть вообще упала. У меня, ну, сейчас не будем уже, потом, может быть, я покажу, я снимал фойе. В общем, зал, чтобы вы понимали, там сейчас на данный момент 800 кресел. Зал на 1000 человек, потому что там еще место. Но там можно как бы легко снять стены и сделать его на 2000. То есть там такое пространство, там такой потолок, что и как в Америке, знаете, там парковочная площадка со своим шлагбаумом на несколько десятков автомобилей. Ну, то есть, и это Петропавловск, где-то там на Камчатке. То есть, помещение, у них есть свой спортзал, свои душевые, своя гостиница, свое, я не знаю, что там только нету, цокольный этаж, детское служение, там заходишь, у них этих кабинетов там по коридору. Церковь, ну я не знаю, сейчас у них там 200 или 300 человек, говорят по праздникам там 400-500. Петропавловск, чтобы вы понимали, он меньше Якутска. То есть у нас где-то 350-400 тысяч, в Петропавловске, по-моему, 170. Глядя на все это, вы знаете, мне пришла мысль, чем мы хуже их? Да ничем. Да кто они такие? Почему, если у них... Вы знаете, и потом Алексей, он подтвердил, он когда-то вдохновился вот вообще этой идеей, строительством и вообще то, что они делают вот у Сергея Лешка. Да, вот эта церковь-купол, вот, кстати, ее видно. Она очень невзрачная снаружи, но когда ты попадаешь вовнутрь, вот здесь, да, вот видите, вот эта парковка, она еще вот в эту сторону, там, ну, там 3 или 4 ряда до забора, как бы. Она такая невзрачненькая. Они, что соль земли, что вот эта церковь, они построены из сэндвич-панелей, чтобы вы понимали. То есть это металлоконструкция, на которую потом... Но в каждой церкви есть подвальное помещение, цокольный этаж. Вот в соль земли цокольный этаж. То есть я просто разговаривал, он говорит, сколько он все пытался там, да не нужен мне цокольный этаж. Это, ну, чтобы вы понимали, просто на него ушло 6 миллионов рублей. Вот чтобы залить, сколько денег. Ну, то есть можно было построить здание. Но зато сейчас там, ну, там просто бетон, но там вот еще полноценно во всю эту, там можно кучу всего наделать в перспективе. То есть они вот пока закончили зал и как бы первый этаж, но там есть еще куда, то есть когда церковь будет расти, там можно еще делать. И вот глядя на все на это, с одной стороны вдохновляешься, и вот знаете, я просто, ну чем мы хуже? Да ничем. Бог он тот же, люди они точно такие же. 2 ноги, 2 руки. То же самое все. И он говорит, что он в свое время вдохновился вот у Сергея Лешка. И Сергей, я до этого был на Сахалине и был у него в церкви, но не по его приглашению, а там у них там целая династия, его дядя, они снимают это здание в новое поколение в 3 часа также. И они проводят там собрание, я пришел. Ну, я понимаю, что они строили, видимо, давно уже. Оно такое, знаете, как банкетный зал. Керамогранит, как бы дорого-богато, как бы такое все помпезное, розочки там, вот такое вот. Ну, немножко сейчас требования, наверное, другие. Я не знаю, как они будут звук побеждать. Вот они только что купили новый звук, по-моему, там за 3 миллиона. То есть это колонки, усилитель, сабвуфер, то есть они купили линейные массивы. Ну, наверное, будет круто. Но, что я хочу сказать, они, знаете, тогда уже шло какое-то строительство. У них такая, знаете, вот тоже внимание к мелочам. Это я уже говорю про Южно-Сахалинск. У них есть своя спортивная площадка на территории, пруд такой, какой-то гейзер, альпийская горка. Так все круто сделано. И там была какая-то стройка за этим. То есть они построили еще одно здание, у них есть переход. Точно, ну, очень большое здание. То есть это будет, знаете, как такое вот офисы, там, ну, я не знаю, что еще там будет, но оно такого же размера, приблизительно здание, которое, вот они только что его закончили. Поэтому, знаете, и он вдохновлял, и он говорил, что делай сейчас. И
знаете, Алексей говорит, что он подтвердил мои вот как бы слова, он говорил, что я когда это увидел, говорит, а чем я хуже его? Ну если у них получилось, чем мы хуже их? Да все возможно. Понятно, что оно не все так просто, и требуются определенные жертвы. Вот помните, вот Евгений Жуланов, который приезжал, он у нас проповедовал, тоже, не проповедовал, что-то говорил, он в Сунтарах проповедовал. Это человек, который приезжал с Алексеем, с пастором Алексеем, и это человек, который отвечает, он вообще тянет всю стройку, вот уже несколько лет. Человек, который оставил свою работу, ушел целенаправленно, потому что кто-то же должен это делать. Он получает зарплату в церкви, но зарплата в церкви, она, пусть там даже будет 50 или 60 тысяч, я не знаю. По камчатским ценам это, концы с концами, на самом деле. И он полноценно там, у него там 3 взрослых детей, жена. Знаете, это жертва какая-то, да? Вот, и сегодня я бы хотел, знаете, вот поделиться словом, наверное, навеянным, в том числе вот вообще всей этой поездкой. И сначала давайте мы прочитаем послание Титу. 1 глава, с 1 по 15 стих. Здесь Павел пишет следующее. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал в неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. То есть это все было представление Павла, да, кто он такой, что он там и так далее. Дальше, кому он пишет? Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть вот обращение к Нему. И дальше по сути. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Интересная вещь, то, что я обратил внимание. Вот эти вот все церкви, которые там построены, здания церквей, молитвенные дома, это металлоконструкции, то есть приблизительно как у нас. Но вместо того, что мы сделали кладку из шлакоблока, да, или там какой-то блок, у них это сэндвич-панели. И все узлы металлоконструкции, они видны в принципе. И вы знаете, вот я сначала обратил внимание, то есть вот, например, стоит какой-нибудь там, опора, да, металлическая, к ней идет балка, и место сварки, оно не просто как у нас вот сделано, да, просто приварено и все. Но там какой-то очень сложный узел с какими-то непонятными штуками. И что это вообще такое? Я спрашивал. Потом меня озарило. То есть Камчатка — это сейсмоопасная зона, их постоянно трясет. Там постоянно какие-то землетрясения, вулканы. Они везде вокруг. У пастора Алексея вулкан прямо из окна видно. Через залив вид такой шикарный. И суть в том, что
У них строительство еще и дороже, чем у нас, потому что все вот эти вот узлы, они должны быть особенные. То есть учитывая опасность сейсмическую, да, вот этого региона. И когда они делали проект, то архитектор, они взялись за основу вот здания в Южно-Сахалинске. Я вот не знаю, там трясет или нет, там, насколько там сейсмоопасность она учтена, но они его переделали специально под это и там на 11 баллов сделали. И тоже в том числе фундамент. То есть они его не просто там как-то заливали, там бетона столько, что все это должно выдержать. То есть и у них периодически бывает, их трясет. Не так давно, там вот 6 баллов, например, было. Я смотрел, они когда экскурсию делали, у них есть такая... Сейчас уже есть высотные дома, но вообще первая высотка, которая была построена в советское время, по-моему, ну как высотка, 14 этажей. Она выглядит, конечно, не очень, такая, знаете, как КПДшка. 14 этажей, но она, знаете, по какой-то японской технологии на рельсах. То есть, когда трясет, там чего-то куда-то ездит, в общем, до сих пор с советских времен стоит, не падает. То есть, все хорошо. Вы представляете, то есть, это все дорого. К чему я это говорю? Вы знаете, понятно, что церковь, я постоянно говорю, это не здание, да, это не молитвенный дом. Но какую-то вот параллель можно провести, мне вот это навеяло. Бог, Он заинтересован в том, как ты строишь церковь. На каком основании ты ее строишь. Потому что если ее построить на основании не очень, или даже не основание, а вот знаете, сама конструкция, то если придут какие-то потрясения, землетрясения, то она не устоит. Да? Все развалится. Вот здесь у них прямо такая параллель воплощения. Поэтому Богу не все равно. И то, что мы прочитали, послание к Титу сегодня, вы знаете, да, что Павел, у него была миссионерская поездка на остров Крит. Там появились верующие. Они начали какие-то церкви. Потом Павел, он уехал, и здесь он что? Он отправил туда Тита для того, чтобы что? Чтобы он исправил и укрепил те церкви, которые там были созданы. И вот 10-12 стих мы читаем. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных». То есть, это из иудеев, да, которые были потом обращены. Каковым должно заграждать уста. То есть им нужно просто запрещать говорить, да? Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. То есть обстановочка еще та была, да, на Крите. И Павел, он говорит Титу, вот 5 стих: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». То есть они что-то начали, вот эти церкви, они начались, но не завершенно. Я тебя для того и оставил, чтобы ты нормально сделал, чтобы церковь, она нормальная была, да? Вы понимаете? Каким образом? Как Титу вообще, что он там должен исправить для того, чтобы укрепить церковь? Я имею в виду, что это всего лишь один человек. Да? Он всего лишь один человек. Как один человек он может укрепить или исправить церковь, которая находится вот в таком обществе, да, где там критяне всегда лжецы, утробы ленивые. Классная характеристика. Вы знаете, Бог, Он не ожидал от Тита, что он будет делать все сам в одного. Что он во все будет тянуть один. Это все равно, что строить здание на не очень хорошем основании, на тоненьком, там, на одном каком-то камне. Ничего хорошего не будет, потому что никогда не сработает.
Бог никогда не подразумевал, что церковь, она будет построена вокруг одного человека, вокруг пастора. Я знаю, что есть церкви, может быть, многие церкви, не многие, но есть кто делают именно так. И зачастую там, по разным причинам, я даже не хочу этого касаться, нет никого, и бывает, что эти люди, они берут и они тянут, но и где-то преуспевают даже. Но такая церковь, она никогда не будет такой, какой ее задумал Бог. Она не исполнит, не войдет в свое призвание, не будет полностью реализован потенциал. Вы понимаете, да? Если один он будет тянуть, все зависит от личности лидера, да? Может быть там харизматичный и так далее. Но я вам скажу, все мы смертные, все мы люди, и силы они у всех заканчиваются. Когда-то он выдохнется. Ничем хорошим такое не заканчивается. И если придут какие-то потрясения, знаете, дьявол, он тоже не дремлет. И если один человек, он как бы его атакует, и если он упал, то что же будет с церковью? Давайте мы посмотрим, как же Бог, Он хотел, Павел, что он пишет Титу, что нужно сделать, что нужно исправить, да. Еще раз, 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, внимание, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». То же самое место, новый русский перевод. Как-то понятнее, мне кажется. «Я оставил тебя на Крите для того, чтобы ты довел до конца то, что было начато, и назначил по несколько старейшин в каждом городе, как я тебе велел». Что мы здесь видим? Другими словами говорит: Тит, тебе нужна помощь. Тебе нужны люди, тебе нужна команда, которая будет с тобой, потому что один ты не сможешь. Тебе нужно, чтобы у тебя в команде были еще люди помимо тебя. Потому что сила церкви любой, она не заключается в том человеке, который стоит за кафедрой. Но сила церкви, она зависит от тех людей, которые стоят за тем человеком, который стоит за кафедрой. Вы понимаете, да? Давайте мы посмотрим книгу Судей, 2 глава, 7 стих. Здесь говорится, то, что Иисус будет, говорится, это Иисус Навин. Да, помните, он вывел народ израильский, в смысле, он вошел в землю обетованную. И вот здесь дальше мы читаем. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса Навина подразумевается, и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю». То есть те люди, которые видели все чудеса, которые Бог Он сотворил, когда Он выводил свой народ. Да, вот они с Ним вышли, все старейшины. И пока Иисус Навин, он был жив, и все старейшины, которые верили в Бога, которые видели все чудеса, пока они живы были, народ Израилев, он служил Господу, он служил Богу. Но снова и снова в книге Судей мы читаем, что Бог, он поднимал, людей, которые служили судьями. И народ, он послушался, был в подчинении Господа. Но снова и снова что происходило? Книга Судей, 2 глава, 19 стих. «Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и не отступали от стропотного пути своего». Пока были люди, были судьи, были старейшины, которые вставали в этот пролом, в эту брешь, они стояли за народ Божий, да, они вели. Народ Израиля, он послушался Бога. Но как только эти люди, они уходили, все заканчивалось, да? Как только судья, он умирал,
естественной смертью. Больше не было у них лидера, кто мог бы их защитить. И Павел, он говорит, да, Титу следующее. Найди себе людей, которые будут стоять за тебя, будут у тебя в команде. Потому что есть там волки, учителя, которые учат непонятным вещам, всякой ереси, да, и которые уведут людей непонятно во что. Есть волки, да, которые представляют угрозу. И вы знаете, вот в этом вот заключается роль старейшин в церкви, да? В Деяниях, 20 глава, написано: из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. Новый русский перевод. Из Милита Павел послал в Ефес, прося старейшин церкви прийти к нему. Мне как-то тепло становится от этого прожектора. Сейчас, подождите 5 секунд, я подвинусь вперед чуть-чуть. Так, нормально? Да. Из Милита Павел послал в Ефес, прося старейшин церкви прийти к нему. То есть Павел отправляет Милит, Ефес, я посмотрел, расстояние приличное. Вот эта вот провинция, Малая Азия, которая была далеко. То есть зачем приглашать людей, старейшин, прийти? Что же он хотел им такого важного сказать? Зачем он их позвал? Дальше мы читаем. Деяния, 20 глава, 28-31 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте. Другими словами, пастора, старейшины, да, вот пресвитера в церкви, ну, здесь как старейшины, их первостепенная задача – это оберегать церковь, да, от лжеучителей, от ложных учений. То есть, как пастух в стаде, да, держать волков за пределами, чтобы они никого не утащили. Но вы знаете, во многих церквях или бывает такое, что вот старейшины, люди, которые... У нас вот просто нет как таковых старейшин сейчас, да, вот избранных. Но те люди, которые сильны в вере, вроде бы там это, и они считают себя, знаете, основной задачей это вот контролировать, что говорится из-за кафедры, прежде всего. Не куда ли то там в сторону что-то. И это хорошо. Нужно проверять, да, все ли соответствует Писанию. Но это не единственная цель вообще этого. Вы понимаете, вы вообще понимаете, о чем я говорю? Пока все хорошо? Вы знаете, вот что я увидел в церквях, где есть жизнь, где что-то происходит, и не хочется говорить успешная церковь, да, ну, потому что у всех разные категории, наверное, успеха, но в церквях, где что-то происходит, где есть дух, где есть жизнь, вот там команда, это команда, то есть подразумевается, что цель она общая, это единомышленники, и старейшины, и проповедники, и пастор видят своей первостепенной задачей это защищать церковь, защищать друг друга. Чтобы не был причинен вред тем, кто в церкви, когда они служат Богу. Вы знаете, я на себе это испытал.
Иногда люди, они подходят, и они корректируют, и что-то говорят, и как бы нормально. Но, когда бывают какие-то атаки, у меня была поддержка от людей в церкви. И наоборот, если, знаете, вот то, что я делаю, что я видел, вот те люди, которые что-то делают в церкви, и когда на них начинает кто-то наезжать, я вижу вот своей задачей первостепенной – это защищать их прежде всего. Неважно, кто и что. Потому что эти люди, они что-то делают. Они в команде. Ну или, может быть, у нас там нет такой как бы команды как таковой, которая, ну, в таком вот прямо значении я верю, что она будет. Но, тем не менее, вот те, кто, знаете, вот проявляет инициативу, они что-то делают, и когда кто-то приходит и атакует, вот это вот моя задача и наша задача вообще, это защищать их. Вы понимаете, да? Защищать друг друга. Я вам просто пример приведу. У нас в Союзе есть пастор. Я не буду говорить, кто. Наверное, может быть, сразу все догадаются. Но он такой, он очень популярен в интернете. Как бы, да? И причем он популярен в интернете на Западе. И по Дальнему Востоку у нас его никто не смотрит практически. Но когда я приезжаю туда, я такой: о, там фотография была, вы там стоите, а как вот там? Он где-то там на телевидении еще. Я не знаю, я просто не смотрю там всякие TBN, но, знаете, и вот как бы там у него какие-то, у пасторов там, да, у них идеологические разногласия с ним. И вот там его как-то прессовали, и как-то наезжали на него. И там пытались, говорят, вот мы там на Сергея Васильевича Риховского выйдем, чтобы он там его в Москву вызвал там и так далее. Вы знаете, и этот пастор, он позвонил нашему епископу, вот, Андрею, и как бы разговаривал с ним. И он говорит: слушай, ты, говорит, вообще не переживай. У нас есть определенный порядок. Если есть какие-то претензии, никто тебя никуда не вызовет, пока я тебя не отпущу или не разрешу. И, знаете, вот он увидел такой покров и защиту. Такое вот отцовство. И может быть, там, знаете, могут быть какие-то... У нас есть свое братство, знаете, и если человек, он подотчетен, и он подвержен корректировке, вот мы сначала сами разберемся, но вот когда там кто-то приходит и атакует, как бы, спасибо не надо. То же самое у нас в церкви, понимаете? Вот если к тебе кто-то подходит и тебя клюет за что-то, вот все через пастора. Вот кто тебе там что сказал? Да мне пастор разрешил или мне пастор сказал. А ты кто такой? Понимаете? Я хочу, чтобы у нас было вот такие вот взаимоотношения. И другие члены как бы в команде. Вот кто-то приходит, и он там долбит. Потому что, когда ты что-то, вот кто-нибудь, хоть кто-нибудь вот что-нибудь ты делал, например, всегда найдутся люди, которые недовольны работой, которые думают, что нужно сделать было по-другому, и у них есть свое особенное мнение. Это все замечательно. Но вот у меня позиция всегда такая. Ты можешь иметь право на свое личное мнение и озвучить его вслух только в том случае, если ты берешь на себя ответственность и что-то делаешь. Если ты не берешь никакой ответственности и ты ничего не делаешь, ну, твое мнение очень ценно, но оставь его при себе. Зачем оно вообще? Вот советчиков этих, знаете, их пруд-пруди. Но те люди, которые делают, и да, не ошибается тот, кто ничего не делает. И если все время бояться, что вот мы там что-то не то сделаем, и там это, ну так можно вообще ничего не делать никогда. Ничего не делай, никогда никаких ошибок не будет. Все будет хорошо. Но те, кто делают, те, кто проявляет инициативу, я хочу, чтобы вы понимали, что это полная поддержка вот с моей стороны. Ну, если мы говорим про здравые какие-то вещи, да, то есть, вы понимаете, если это не идет вразрез с Писанием, если это не какая-то ересь, если это не какой-то там грех и блуд, то, что мы делаем, любое начинание какое-то, знаете, я только приветствую это. Итак, вы знаете, в здравой церкви, где есть здравые взаимоотношения,
между проповедниками, пасторами, старейшинами, те, кто делают что-то в церкви, да, они все вместе работают на то, чтобы защитить детей Божьих от остальных, от внешнего мира. Знаете, этот мир, он и так как бы настроен против нас. Ну, в смысле, дьявол. Так зачем нам еще друг друга долбить? Итак, про каких людей Титу говорит Павел? Кого он должен был искать? Да, он говорит, найди себе команду, найди себе помощников. Потому что один это нехорошо. Послание Титу, 1 глава, 6-7 стих. Идет перечисление квалификаций, да? Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен, внимание, должен быть. Не может быть там, не желательно. Должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. То же самое место я прочитаю в новом русском переводе, потому что вот эти слова пьяница, бийца, пьяница понятно? Бийца, как бы здесь просто в новом русском более понятно. Руководитель должен быть человеком с безупречной репутацией, муж одной жены. Его дети должны быть верующими и не вызывать упреков в распущенности или непослушании. Он должен быть безупречен, так как ему доверен труд Божий. Он не должен быть высокомерным, раздражительным, склонным к пьянству, драчуном, не должен преследовать корыстные цели. И вот здесь, знаете, то, что я говорил, должен быть, да, вот то, что я выделяю. Знаете, вот интересные вещи. Вот эти вот качества, которые перечисляются, причем это, заметьте, это личные качества, да, качество характера, вот еще что-то. Это не опция, это не просто пожелание, да, это требования. Требования, которые должны быть. Вот здесь слово я просто смотрел, да, которое использовано, вот, должен быть. На греческом «дей». Это то же самое слово, которое используется вот в следующем стихе. Если забить, например, словарь Стронга, да, вот это слово, оно там везде показывается, где оно употреблено. То есть вот должен. Деяние 4 глава, 12 стих. Вот там то же самое глагол на греческом. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. То есть нам должно спастись вот именно его именем. Здесь то же самое слово, как вот он должен быть. Дей. То есть суть в том, что есть ли какое-то другое имя, есть ли у нас опция там, да нет. Вот только этим именем, там, это обязательное требование. И здесь то же самое. Это не опция какая-то. То есть вот у лидеров, у старейшин, да, это, у них должно быть вот такое вот. Они должны быть хорошими отцами, хорошими мужьями. Здесь еще, кстати, обратили внимание, там написано про мужей. То есть, про мужчин. Эти мужи, они должны иметь хорошую репутацию. Написано, что они не должны быть вспыльчивыми, гневливыми, теми людьми, которые не могут контролировать свой темперамент. Не должны быть подвержены пьянству. Но какие они должны быть? Это 8 стих. Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Положить там сначала каким не должен, здесь какой должен быть. И потом уже они что должны быть? 9 стих. То есть мы подряд читаем. Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Вы знаете, я вот что здесь хотел бы обратить ваше внимание. Вот перечисление личных черт характера, каким должен быть епископ, там, старейшина, оно идет до того, как потом написано, что у него должно быть здравое учение и так далее. Сначала написано, что у него должна быть
хорошая репутация, у него должна быть одна жена, у него должна быть нормальная семья, он должен любить жену, там, детей там, и так далее, и так далее. И только потом написано, что держащийся истинного слова и так далее. Почему так? Потому что бывают такие, вроде бы учения здравые говорят, но примером служить не могут, да? Но здесь написано, что должен быть с чистой совестью или чистыми руками. Он говорит, что людей, которых ты выберешь, Тит, должны иметь чистую совесть. У них должен быть такой свой, ну, какой-то уровень, да, морального авторитета, чтобы они могли вести людей за собой, да. Как ты можешь вести, если у тебя не понять у самого, что творится, да? И, ну, что тебе скажут? Ну, о чем ты говоришь, да? Посмотри на свою жизнь сначала. Что-то проповедуешь мне там, а у тебя у самого бардак какой-то, да? Поэтому вот он говорит, что вот, ну, должно быть так. Вы знаете, я вот, это чем-то напоминает, вот то, что он говорит Титу, чем-то напоминает, как вот объявление по найму персонала, да, рабочих. Знаете, например, пишется там, требуется водитель автобуса. Да, вот если, например, в автобус берут, что пишут? Требуется водитель категории D. Да, это те, кто водит. Если берут на грузовик, пишут, требуется водитель категории C. Если у тебя нет этой категории, ты не можешь ездить на грузовике. Если сварщика нанимают на определенные работы, да, требуется сварщик там такого-то разряда. Если там газовые трубы варить, там должен быть особый допуск, да, или там 6-й разряд. Сразу пишется, что требуется сварщик такого-то разряда. Если у тебя нет этого, ты не можешь там работать. Почему предъявляют такие требования? Потому что нужны те люди, которые смогут выполнить работу, которые имеют достаточную квалификацию для этого. Те, кто сможет сделать работу. И здесь Павел, он пишет то же самое Титу. Если ты хочешь, чтобы что-то было сделано, да, вот требования для людей, которые должны быть, да, чтобы они сделали работу. Не утомил вас? Пока следуйте, да? Сегодня шуток как бы не особо много. Давайте вернемся в книгу Судей. Вот что печалит вообще во всей этой ситуации, которая описывается в книге Судей? Знаете, вот просто на протяжении всей книги. То есть Бог поднимает человека, какой-то новый судья, который там ревнует по Богу, который там сжигает все эти жертвенники, там разрушает, призывает к народу, ведет народ, да, и они поворачиваются к Богу, начинают поклоняться истинному Богу. Но как только этот человек, он умирал, он уходил, народ, он опять поворачивался к козлу. 19 стих, это книга Судей, 2 глава, 19 стих. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Знаете, вот у нас сейчас будет собор малый, вот, который в Санкт-Петербурге. Там тема – это преемственность. Вот просто в России это прямо назрело. Знаете, я смотрю, то есть мы когда-то покаялись, там, начало 90-х годов. И во многих церквях ты вот приезжаешь, знаете, мы были тогда молодые. Ну, я был тогда молодой. Нам там всем, там вот, кто молодежь у нас была там по 20 лет. И вот вы знаете, мы как-то не заметили, что вот из года в год, за десятилетие в десятилетие, вот эти вот все люди, они просто состарились, а других молодых как-то что-то особо нету. И уже сейчас актуальна тема, что вот это вот старшее поколение, оно вымирает, и, скорее всего, если Иисус, Он не придет, ну, мы все умрем в наше время, да, если Он не придет. Живым еще никто не выбирался. Не надо только мне там про Еноха и так далее. Ну, в смысле, я это все знаю. Ну, вы понимаете, в повседневной жизни. То что будет, если мы никого не оставим, мы никому не передадим, если мы никого не подготовим? Будет как в книге Судей.
Вот пока есть кто-то там это, а потом... Почему народ, он отступал, когда вот эти вот судьи, они умирали? Потому что не было никого, кто бы мог поддержать вот этого лидера. Не было команды вот такой. Не было такой системы, которая бы, знаете, не должна церковь зависеть от одного человека. Все мы пред Богом ходим. Никогда не знаешь. Вышел, подскользнулся, упал, гипс. В лучшем случае, да? А можешь и затылком удариться. Можешь и не проснуться. И что тогда? Горе той церкви, которая строит все на одном человеке. Должны быть люди, да, которые не как вот там, знаете, они говорили, что ну нет никого больше, да, а мне не интересно. Ну, он там есть, пусть делает. У меня времени нет. У меня другие приоритеты в жизни. Поэтому, когда эти судьи, они умирали, когда вот моральные лидеры, они уходили, не было того, кто мог бы их заменить. И тогда вот зло, оно просто, знаете, как прорвало дамбу, накрывало их. Поэтому, что я хочу сказать? Доволен ли ты тем, что ты просто сидишь где-то на обочине? Доволен ли ты тем, что вот делаю какие-то религиозные вещи, там что-то? Или ты готов действительно встать и вот эту брешь занять, начать что-то делать? Я вот так говорю, да, там, заполнить брешь. Не для кого-то, для Иисуса. Для Бога. Кто-то может говорить, вот я не умею, я не могу там вот это делать, я не могу вот то делать. Да нормально все. У нас куда ни плюнь, везде нужно что-нибудь делать, знаешь. Работа, она какая-нибудь да найдется. Просто что-нибудь начни делать. Хоть что-нибудь. Не надо сразу за кафедру бежать. Все как-то думают, что вот там, ну, если делать, то как бы вот, а все остальное, оно там не это. Есть люди, кто вот приходят, подметает, и они верные в этом. И слава Богу за них. Знаете, человек, он не должен иметь какую-то там позицию, статус, там, не знаю, старейшины для того, чтобы быть полезным церкви. На самом деле, вот у нас как таковых, ну, нет должностей таких, да, вот там старейшина. Но есть много людей, которые, они не старейшины, но они оказывают серьезнейшее влияние, да, на церковь, на ее формирование. Я к чему это говорю? Потому что я верю, что мы будем как-то все это, знаете, вот аморфное наше состояние преобразовывать в какую-то структуру. Как бы это ни казалось бы там, я понимаю, что ну мы же так никогда не делали, мы же уже привыкли там. Но вот это вот все, знаете, вот когда бесформенное, аморфное, оно, ну, хочешь что-то сделать, все-таки должен быть порядок. Понимаете? Кто-то должен за что-то отвечать, если ты хочешь, чтобы это оно делалось. Потому что когда все отвечают за все, вы знаете, да? Чем это заканчивается? На самом деле все, что тебе нужно, это просто иметь желание, чтобы Бог, Он использовал тебя. Господи, используй меня. Ну хоть как-то. Если есть такое желание, задача, она найдется. Я вот, знаете, могу привести вам вот пример такой. Вот я со сварочными работами вообще, ну, никак. Для меня это вот темный лес. Ну, то есть я теоретически понимаю, там, дуга электрическая, которая там металл плавит, там, соединяет, но что-то сварить, если ты хочешь сделать, я вообще, ну, никогда этим не занимался. Гвоздик забить, да, там, саморез закрутить.
И вот, например, я там просил, ну вот когда там друзей, чтобы они помогли, или, например, что-то сделали, какую-то сварочную работу. Вот есть у нас знакомый сварщик, вот он приехал, и он что-то делает. Вот как бы я мог поступить? Ну, как бы поставить кресло, налить себе чаю, да, и сидеть, развлекать его разговорами или что-то говорить. Насколько это, ну, вообще помогало бы? Ну, как-то не очень, да? Ну, вот обычно что делаешь? Ты человека к себе пригласил, он один, и он тягает там металл. Я просто что делал? Я остановился у него на посылках, да. Подай, принеси, подай электрод, здесь подержи, там подхвати, здесь подмети, вот здесь лишнее убери, дай молоток, тут стукни. Вот что говорят, ты то и делаешь. Я не квалифицированный сварщик. Вы понимаете, да? Но я приносил пользу. Что-то делал. И помогал, потому что одному, ну, совсем неудобно работать. Вот, например, если там какие-то работы, нужен помощник. Я просто смотрел и, ну, предугадывал, да, вот что надо. Смотрю, неудобно, взял там, поднял, поддержал. Не очень много знал, но я думаю, что помощь, она была реальная и существенная. И вы знаете, это то, что Бог, Он ищет в сердцах людей. Да не надо там быть каким-то великим, ну, это здорово, но все начинается с малого. Вот с твоего желания, что я буду что-то делать. Вот я вот в этом вижу нужду. Вот кто-то подходит, а давайте мы, знаете, вот у нас удивительный человек был, удивительная семья. Вот, Олег. Я такой, вот что, так можно, что ли? Такое бывает. Первый раз на собрание пришел, в конце собрания подошел и сказал: пастор, я вот там как бы программер, да, ну мы просто говорили про то, что вот нам нужно было как раз вот программку поставить это. Давайте я помогу, я сделаю. Я даже не знал, что сказать. Он говорит: да я тебя расцелую. Знаете, и он уезжал, он приехал на короткое время, так он же добил это все, он в последний день там отправлял людей. У нас, ну, мы там 2 раза покупали компьютеры, первый раз купили, ну, до этого еще, он не тянул. Потом там купили, там видеокарта не тянул, он поехал. Понимаете, добил, докончил, пожалуйста. Да? Если Олег видит, привет ему большой, Господь пусть благословит. Ну, может быть, будет смотреть. Итак, если ты любишь Бога, если ты любишь Иисуса, тебе нужно начать говорить себе: я буду человеком Божьим в церкви. Я встану, я поднимусь, я буду тем, через кого Бог, Он будет совершать какие-то вещи. Я буду делать то, хоть что я могу для Христа. Потому что это то, что люди Божьи, они делают. Это то, что я увидел в тех церквях, что нас отличает. Вы знаете, пастор с Южно-Сахалинска, он приехал вот на конференцию. Но у них там не так далеко лететь. Там Якутия летает, авиакомпания. Поэтому они опоздали на 2 дня. Они, знаете, там у них такая история была. Они взяли, купили прямой билет себе с Южно-Сахалинск, Петропавловск на авиакомпанию Якутия. А один брат, он как-то по недоразумению, по незнанию купил билет через Хабаровск. И они все над ним смеялись. Что типа, а что ты как бы с пересадками, с какими-то там это. Так вот этот брат приехал и сутки их еще ждал, пока они его догонят. Как бы... Но суть в чем? Их приехало, по-моему, человек 15 братьев. Вот просто на вот эту вот конференцию. Представляете, он, ну, я не знаю даже. Вот они там, это все равно деньги. Ну, там, не знаю, там субсидии и так далее, там всякие распродажи бывают. Но все равно тысяч... я, кстати, спрашивал, по-моему, 4500, что ли, там сейчас какая-то вот программа вот эта дальневосточная, там между этими. По-моему, туда-обратно в районе 5000 билет. Ну, 2500, что ли. Но тем не менее, все равно. Вот они приехали туда, такой вот группой поддержать. Там 15 человек. И, ну, они такие, как бы, там у них, видимо, репцентр есть. И как бы, когда вот люди, ну, может быть, кто-то недавно покаялся, кто-то там это, в общем, вы понимаете, да? То есть громкий смех и всякие такие крики. Мы там ходили, там есть горячие источники, ну, такие ванны. Как бы вот когда, где вот сахалинцы садились, постепенно все женщины, они оттуда потихонечку это, потому что вот это гогот, ржание там и это,
Они просто очень громко разговаривали и очень жизнерадостные были. А когда, ну, в общем, это как-то слишком жизнерадостные. Но, знаете, по ним было видно, что вот они что-то делают, они стоят друг за друга, и что это команда. Я бы хотел, вот, прежде чем заканчивать, обратить внимание еще на пару вещей. Знаете, вот все, что там написано про мужей Божьих, да, или там, ну, в современном переводе это про мужчин. И кто-то может сказать, а как насчет женщин-то? Почему Павел, он не говорит ничего про женщин? Я хочу, чтобы вы посмотрели вокруг. Не, повернитесь, посмотрите. У нас много мужчин. А вы знаете, такая тенденция, она практически в каждой церкви. Где-то 1 к 10. Ну, где-то больше, где-то там. Но кто понимает, что вот есть разница между мужчиной и женщиной? Это, может быть, звучит не очень как бы вот в современном мейнстриме, да, сейчас у нас как бы женщины, они равные, и там даже женщины называют. Как-то, у меня даже язык не повернется, я не буду говорить, как называют, да? Там, и что мужчины могут быть беременные и так далее. Но если вот от всей этой ереси отойти, да, мы понимаем, что мужчина и женщины, они вообще разные. Они не только разные на физическом уровне, да, в смысле биологически, они ментально разные, они духовно разные. Вы заметили, что даже в шахматы вот женщины, они играют только женщинами. Ну, есть отдельные личности, там вот китаянка какая-то есть сейчас, гроссмейстер, которая вообще скучно в женских шахматах, но в мужских ей все равно делать нечего. И это не означает, что женщины хуже. Они просто для другого созданы. Понимаете? Для них вот не важно там соревноваться, там, быть лучшим, там вот это вот все. Но физически мужчина, он сильнее. Вот сейчас вот этот весь дурдом, который происходит там вот с трансгендерами, да. То есть я вот не знаю, на Западе вот допустили, вот знаете, был какой-то мужик, ну, с женщиной, или я не знаю, как это называется, трансгендер в плавании в Америке. И то есть, ну, плавание это такой вид спорта, ну, как бы, то есть, если посмотреть на топовые результаты мужчин и женщин, там просто, ну, пропасть между этим, ну, все равно. Там секунды, даже на короткой какой-то дистанции. И вот этот мужик, он в мужском спорте ничего особого не добивался. И тут он сказал, что он женщина, и он начал соревноваться с женщинами. И он начал брать первые места. Я даже не знаю, как бы ему реально отдают их. Вы знаете, что самое это? В прошлом месяце его побил другой мужик, который сказал, что он тоже женщина. Полный привет. Это не было бы так грустно, ну, я даже не знаю. Не было бы так смешно. В общем, вы поняли. Запутался я. Но, вы знаете, применительно к нашим ситуациям, женщины, они во многих церквях, это, знаете, это такая основа. Это отдельная, наверное, тема, но основная причина, Господь, Он, да, Он взывает к мужчинам, но если мужчины не поднимаются, то поднимаются женщины. И зачастую женщины, я не знаю, может быть, они более духовны. Вот в плане чувствований, слышать духа, это однозначно женщины. Они более ответственны, наверное. Я думаю, что это также, наверное, связано с тем, что дьявол, он знает, что мужчина, кем он создан вообще, да, кем он поставлен Богом, и он прежде всего атакует мужчин. Да? Нас посмотреть, если кого прежде всего убивает алкоголь, наркотики, блуд и вообще непонятно. Все начинается с мужчин. И реальность она такова, что в большинстве церквей всегда женщин больше, чем мужчин. Но есть причина, почему Бог, Он поставил мужчин
позицию лидеров в церкви. И это в том числе касается того, что есть отличия между мужчинами и женщинами. И Божьи женщины, знаете, это прямо критическая вещь, необходимая для церкви, для того, чтобы церковь, она росла. Но, когда речь заходит про принятие решений и про ответственность потом за это, за все, Бог спросит с мужчин. Есть разные случаи, есть у нас сейчас в церквях во многих, есть женщины-пресвитера, которые несут. Но это все равно, как, знаете, я на это смотрю, не нашлось просто достойных мужчин. Поэтому женщины, они вынуждены были занять эту позицию. И есть исключения, но Бог, Он спросит с мужчиной. Вы знаете, это общее, как бы вот вообще, как вот замысел Божий, почему, как вот Бог, Он сотворил вообще этот мир, как Он сотворил мужчину и женщину. Я просто вам могу доказать это. Вы помните вот Адама и Еву? Ева, да, взяла яблоко и съела. Потом дала Адаму. И когда Бог, Он пришел, Адам, он очень ловко тоже, да, говорит, что наделал? Он говорит, это жена, которую ты мне дал. Она мне дала. Попытался перевести стрелки, да, но если потом перенестись вот в Новый Завет, когда уже после всего этого, кого Бог винит в том, что произошло в Эдемском саду? Про Еву вообще ни слова. Адам совершил первородный грех, потому что на него была возложена ответственность. Он отвечал за это. И с него Бог и спрашивает. А вот эти все твои рассказки, ой, то оно, я там, ничего, никого не интересует уже. Потому что мужчина поставлен в эту позицию. Но из-за того, что Адам потерпел крах, да, он не взял на себя ответственность. Он не защитил Еву в том числе, когда он мог бы это сделать, знаю, вот мне там змей. Ему же Бог сказал, не ешь. Но он не выполнил свои функции. Я недавно картинку такую видел, мемчики такие, знаете, отправляют. Там, чтобы было, если бы Адам и Ева, они были бы китайцами. Как бы, ну, написано. И там, ну, такие эти, там, змей дает яблоко Еве. И следующая картинка, как бы яблоко висит, а змей жарится на огне. Как бы, все бы, наверное, могло бы кончиться по-другому. Но он мог бы защитить свою жену от сатаны, от его зла, но он этого не сделал. И за это Бог, Он на него возложил ответственность. Когда мужчины в церкви, они слабы, то вот тогда эти церкви, они просто слабее сами по себе. И доктринально, и вообще. Если нет сильных мужчин в церкви. Имеется в виду, что они могут существовать, они могут выполнять что-то, они могут делать. Но вот они не могут войти в ту полноту Божьего служения, замысла, который вообще возложен. Они просто слабее, чем могли бы быть. Мужчинам нужны сильные женщины в церкви. А церкви нужно сильное мужское братство, которое брало бы на себя ответственность. Идеальная картина, которая должна быть в церкви. Но нужно и то, и другое, для того, чтобы это была действительно крепкая церковь. Но еще последняя мысль. Знаете, ни мужчина, ни женщина в собрании, ни старейшины, ни проповедники, они не возглавляют церковь. Бог возглавляет церковь. Павел, знаете, в самом начале, когда он пишет вот это послание Титу, он говорит, Павел, это первый самый стих, дальше он про себя пишет, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Он сразу показывает, кто главный. Для нас сейчас это чуждо, я уже сколько раз говорил, да, но тогда в рабовладельческом строе все было понятно. Он говорит, я раб Божий. У раба не было ничего своего вообще.
все имущество, даже семья, оно все принадлежало господину, хозяину, да. Он говорит, я раб Божий. Тем самым Павел, он говорит, что да не я здесь главный. Он говорит, я служу Богу. И все, что Павел он писал, это были слова Божии. Все, о чем Павел учил, это были инструкции от Бога. Вы согласны? Потому что есть ложные учителя, которые говорят, что ну вот это вот особая ситуация, Павел он там как бы применительно к своему там конкретному случаю говорил и так далее. И будут пытаться тебя убедить, что то, что написал Павел, это не Слово Божие. Но нам не нужно слушать вот это, да? Это еретическое учение. Петр, он потом писал про это. Давайте мы посмотрим. Давайте я сразу в новом переводе прочитаю. Это второе послание Петра, 3 глава, 15-17 стих. Чтобы время сэкономить, я пропущу синодальный сразу в новый русский перевод. О том же самом, по данной ему Богом мудрости, писал вам и наш дорогой брат Павел. Он пишет об этом во всех своих письмах. В них есть много такого, что нелегко понять. И невежественные, и неутвержденные люди искажают их, как и другие писания, к своей собственной погибели. Поэтому, возлюбленные, зная об этом заранее, будьте бдительны, чтобы вас не увлекли в заблуждение беззаконников, и вы не лишились твердой опоры. Павел, он был ясен, да, то, что он пишет, это все от Бога. Но те церкви, которые Павел он начал, они также не принадлежали ему, да? Они принадлежали Иисусу. Павел уже мертв, он умер в 1 веке, да? Ну, его казнили. Уже почти скоро 2000 лет будет, как он мертв. Как я могу знать волю Божью для церкви сейчас, в современном мире? Это то же самое, читать Слово Божие. Оно неизменно. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, то, что Павел, он говорит Титу здесь, да, это ищи людей в команду, да, ищи тех, кто будет делать, ищи старейшин, которые желают отдать себя Богу. Мужчин, которые будут стоять за Его Слово. Это то, что Павел, он говорит Титу делать, да? Потому что Тит, еще раз, ни один человек не может сделать это один. Ему нужны люди, которые будут стоять за ним. И вот это вот Божий план для основания, для строительства вообще сильной, безопасной церкви посреди вот этого всего злого мира, который нас окружает. Аминь. Знаете, я просто заканчиваю. Говорят, вот как, ну, я не знаю, притча, не притча, все знаете Спарта. В Древней Греции был такой воинственный город, где, ну, спартанцы, спартанские условия, все вы знаете, да, были очень сильные солдаты. И однажды, когда один из, ну, там, правителей других городов, там, он гостил в Спарте, он смотрел, он говорит, царь Спарты, он очень хвалился тем, что в городе крепкие стены. Он сидел вокруг, смотрел и говорит, я, говорит, не вижу стен, а где стены? И он показал просто на своих солдат, которые были в строе, он говорит, что вот это стены нашего города. На самом деле Спарта, она была так уверена в своей армии, да, в своих солдатах. Вы знаете, мальчиков там растили с самого, ну, молодого возраста для того, чтобы быть воинами. И есть такая притча, да, что один из царей, Филипп Македонский, он угрожал, что если мы захватим ваш город, то есть Спарту, мы сожгем его дотла. На что царь Спарты, он ответил коротким словом: если.
То есть он так был уверен, что если. Он был уверен, что и весь город был уверен. Каждый солдат в армии, он был как кирпич в стене. Город был без стен, но армия, она была крепка, которая могла защитить от атак любого врага. И вы знаете, я думаю, что Иисус, Он смотрит на нас так же, как на живые кирпичи, которые создают церковь. Не здание, не молитвенный дом, но церковь, которая будет защищать нас, тех, кто внутри. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Здесь говорится вот об этом. Аминь. Давайте мы помолимся. Группа прославления можно уже? Уже давно надо быть на сцене и играть. У нас еще пожертвование. Ну, сейчас все будет. Давайте мы помолимся. Будем заканчивать. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, Господь, пусть это слово, оно не пройдет незамеченным. Пусть оно, если оно что-то где-то у кого-то колыхнулось, Господь, пусть оно возымеет действие, Господи. Если я что-то принес от себя человеческое, пусть упадет и умрет, не принесет никакого плода, Господи. Но всякое слово от Тебя, всякая мотивация от Тебя, пусть не будет тщетной, Господи, пусть принесет плод, пусть пойдет на пользу этой церкви, Господь, для ее созидания, пусть меняет жизни людей к лучшему во имя Иисуса. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал аминь. И, как уже напомнили, мы совсем забыли про пожертвование десятины, а у нас до сих пор еще... Вы заметили, что мы не сделали, вот я неделю не был, и мы не сделали свет, там вот всякие такие вещи. Я вам открою тайну, у нас просто нет денег на то, чтобы... Мы практически рассчитались за все работы, мы полностью рассчитались с электриками за ту работу, которую мы сделали, но для того, чтобы купить материалы, вот эти все светильники и так далее, на это пока нет денег. И, соответственно, мы слегка в долгах, и я думаю, что это не очень хорошая позиция, дальше залазить. У нас тепло, светло, и мы постепенно это сделаем, но чем раньше, тем лучше. Поэтому, кстати, вот тоже проповедь. Не можешь так что-то делать, давай тогда. Не хочется сказать откупись, но вы понимаете, да хоть чем-то. И не обязательно, знаете, думать, что вот если бы у меня был бы миллион, я бы что-то. Да Бог, Он смотрит не на миллионеров, а на 10-рублевров, знаете, да хоть сколько. Любая жертва, она угодна Господу, по расположению сердца, доброохотно дающего. Аминь. Можно попросить, Кристина, вот эти ведра. И вы все знаете, у нас есть также реквизиты в группе для того, чтобы сделать пожертвования, либо десятины в электронном виде, онлайн. Поэтому Господь благословит вас. И давайте мы Господа прославим также. Вот просто все, ради чего мы вообще это делаем. Это ради Него, да. Но также Он-то заботится о нас, да. Знаете, здесь такая вот двойная выгода. Вроде бы мы о Нем, а Он о нас. Он достоин. Аминь. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус,
Иисус, в тебе моя надежда. С тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда. С тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда. С тобой я все смогу пройти. Пройду печаль, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в тебе моя надежда. С тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не Хорошо. Господь пусть благословит вас на эту предстоящую неделю. Можно остаться. У нас пока еще мы не возобновили многие вещи. Тут мне еще напомню, мы за детей не помолились, не благословили. Но не только на собрании мы должны это делать, но и по домам, да? То есть вот, вроде бы на неделю уехал, а уже выпал, да? Какие-то вещи у нас, весь этот порядок нарушился. Я верю, что в ближайшее время мы возобновим и детское, и возобновим чаепитие. А пока с миром Божьим. До свидания. До следующей недели.